Другим событием глава Якутии работает в северной столице на Петербургском международном экономическом форуме. На юбилейный 20-й саммит съехали свыше 10 тысяч человек. Интерес проявили более 500 зарубежных компаний. Егор Борисов выступил на различных площадках этого форума, а также провел ряд деловых встреч. Репортаж нашего собственного корреспондента в Петербурге Айсены Бурнашовой. На пленарном заседании также присутствовали члены якутской делегации под руководством главы республики Егора Афанасьевича Борисова. Мы имеем определенные планы поиска инвесторов не только по тем проектам, которые мы с вами всегда говорим на территории республики, по тем, которые необходимы и по другим направлениям. Это имеется в виду и по поддержке малого и среднего бизнеса, это конкретное направление по энергетике. Одним из факторов ограничения развития экономики республики является сложное инфраструктурное содержание, где большую роль играет энергетика. И дело не в том, что ее не хватает, а в том, что она дорогая, особенно на северных территориях. Поэтому для поддержки малой энергетики и улучшения качества жизни северян между Якутией и РАО «Энергетические системы Востока» и между японской компанией «Кавасаки» было подписано соглашение о реализации проекта на севере республики с использованием газотурбинных установок японского производства. В рамках реконструкции газотурбинными установками будут оборудованы котельные объекты муниципальных образований и улусов, где имеются проблемы с электроснабжением. Оборудование, как утверждает японская сторона, будет адаптировано под климат Якутии. И в зависимости от того, насколько хорошо приживутся установки, такой и будет отдача. Проект газотурбинных установок пилотный. Для якутской стороны соглашение не обязывает, но предполагает финансирование. Но в целом проект льготный. В России есть хорошая технология, которая позволяет машину работать при низкой температуре. Создание техники направлено на энергосбережение. Если мы добавим ваш ноу-хау, российский ноу-хау, который будет работать при крайне низкой температуре, то это будет большой плюс и нам. Kawasaki Heavy Industries является крупнейшим в мире японским промышленным концерном и включает в себя 100 компаний. Kawasaki занимается производством промышленных роботов, мотоциклов, двигателей, оружия, самолетов и другой техники. Помимо этого, данный японский концерн работает в сфере строительства, недвижимости и энергетики. Сегодняшнее соглашение имеет определяющее значение для поддержки малой энергетики на просторах севера Якутии и однозначно является большим шагом в развитии Дальнего Востока России. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Лидия Андросова, НВК Саха, Санкт-Петербург.